Assalamu alaikum saygılı telesiyercilerimiz. Efirde bugün yayını ve men sizlerine bugünkü misafirimizdin. Tanış etmege isteyim bu istidatlı ressam Limara Amzayeva. Assalamu alaikum Limara Hanım. Алейкум selam. Limara Hanım, sizin icadınız elbette ki ayrette kaldıra ve hiç kimseni pervasız kaldırmay. Kim tasviri sanatımızga sizge sevgi aşıladı? Насколько я помню, я рисовала, и мне это нравилось больше всего, наверное, в жизни. И карандашами, фломастерами, гуашью я рисовала очень часто. И не замечала, как это переросло не только в мое хобби, но и, наверное, на сегодняшний день уже в профессиональную мою сферу, которой я занимаюсь сейчас по сей день. Ну и учиться приходилось, наверное, в первую очередь тогда еще у природы. Учителями моими такими были, может быть, какие-то примеры других пейзажистов, такого как Айвазовский. Не было, к сожалению, литературы рядом, тем более интернета. Ну, наверное, этим и интереснее было изучать самой искусство. И я училась, можно сказать, сама у себя. Ya bilgenime göre buna siz ayttınız, o'ziniz o'qidiniz ve nasıl bu iş başlandı? Mana bir yerde okumadınız ama öyle güzel işlerini yazasınız, yapasınız. Şimdi rejissörler gösterir sizin işlerinizi. Bütün bu proses nasıl oldu? Gerçekten de pek meraklı. Ну, как сказать, рисовала всегда и как-то не задумывалась о том, к чему я приду. Просто мне это всегда нравилось делать, и очень вдохновила природа Крыма, когда мы приехали сюда, в Крым, с родителями в 91 году. И я была поражена его красотой, его многообразием. И мне хотелось, конечно же, все это изобразить в своих будущих картинах. Я как-то впитывала, и постепенно как-то это во мне вжило. И со временем, когда я уже освоила масло, где-то после 20 лет, я стала пробовать разные варианты, какие-то свои техники, к которым я на сегодняшний день пришла. Использую я сейчас не только краску, не только кисточки, но также и мастихин, и пальцы идут в ход. В общем, таким образом, как я чувствую, интуитивным способом пришла вот к такому произведению. Машаллах sizge. Ya nasıl mevzular sizni daha çok celp etti? Меня привлекают темы такие, как Крым, именно среди гор, моря, с крымско-татарским колоритом, насыщенные черепичными домиками, скалами, морским прибоем, в котором есть частичка крымских татар. То есть это либо я стараюсь изобразить крымско-татарскую идею, либо мечеть. Добавляю свои какие-то эмоции. Может быть, это просто скала, но скала, смотрящая на тебя, видящая твое состояние, как бы она как свидетель, которая видела все в этом Крыму, что происходило, и как бы отношусь к этому с философией и стараюсь это в своих картинах передать. Парисы. Почему? Потому что я ассоциирую их с нашим крымско-татарским народом. То есть они такие вот гордые, стойкие и напоминающие, кстати, еще и минарет. И в Крыму их немало, этих кипарисов. И среди крымско-татарских домиков они смотрятся еще красивее. Море напоминает мне, например, темперамент наших татар. То есть они такие бывают переменчивым настроением и эмоциональные, и поэтому море я также люблю изображать в своих картинах.
Вемена оле ресімлер керчектен де оле пек мурекеп техникада чалышасыныз. Бірде бір ресімні yapmak үшін не қадар вақыт кече? На сегодняшний день, я так скажу, чем больше я эмоций и энергии получила от природы, тем лучше и быстрее эта картина выливается на холст. Получается, это некая такая взаимосвязь философии, психологии с природой, единение. То есть это от этого зависит, насколько быстро я напишу эту картину. И бывает такое, что она рисуется сначала в моей голове, а потом уже буквально за неделю выливается в большие холсты. Это зависит от того состояния, которое я испытываю в конкретный момент. Nasıl sergilerde iştirak ettiniz? Выставлялась в разных учреждениях. Ну, первая моя выставка прошла в библиотеке Гаспринского по приглашению Лейли Ханум Кадыровой. Тогда у меня еще было не так много работ, и я все говорила еще рано. И в итоге все-таки попробовали сделать первую выставку, а затем уже и поступили другие предложения в библиотеке имени Пушкина, в Крымско-Татарском музее были выставки, и в Доме Союза художников, посвященной депортации крымско-татарского народа. Дважды была выставка там, и даже в самом Ханском музее. Лимара ханым, ясыз насыл түшінесіңіз, біздің миллетіміз тасвири санатқа насыл мұнасебетіні көстіре? Наш народ удивительным образом относится с уважением, с пониманием к изобразительному искусству и не только. Так как я считаю, что сам народ очень талантлив и стремится показать себя и в музыке, и в литературе, и в других сферах искусства. И сам является тем самым еще и ценителем всего этого. Посещают по возможности выставки и мало того, несмотря на сложные ситуации в жизни, у каждого стараются приобрести картины в дом, то есть какую-то частичку приобрести в себе в дом. Я инсанларга не мерахлы? О сюжет, ренклер, бүгін инсанлар ненен мерахланалар? Ну, на сегодняшний день наш народ, он хочет видеть не только вокруг природу Крыма, также хочет подчеркнуть, наверное, хотят видеть в картинах именно крымско-татарский Крым с таким вот колоритом, с этими черепичными домиками, улочками, и хотят в картинах это также видеть. Может быть, знаете, еще обращаются очень часто по вопросу, где жили их предки, их родители, их карбабаш. И мне иногда приходится изучать этот вопрос. То есть если мечеть, допустим, разрушена, и я смотрю, какая она была, где она находилась, ну и в своих фантазиях уже добавляю и помещаю ее в свою картину, так скажем. И как бы вот эти вот сюжеты нравятся людям. И также любят пейзаж морской, может быть, с каким-то также элементом, домиком. Ну, такие вот больше сюжеты нравятся. Я насыл севімле ренклеріңіз, насыл ренклерде çalışmaға севесіңіз? В последнее время я стала замечать за собой, что если я раньше использовала яркие такие точные краски, наверное, у меня такое состояние души было, не знаю почему, то сегодня я стремлюсь именно больше к натуральным цветам. То есть это такие больше, наверное, оттенки бирюзового, синего, зеленого, больше по душе. Ну, такие приближенные к природе, так скажем.
Я Крым татар ресамлар дуньясында насыл муит укумсыре, бір-бірінен пайлашасыныз, дестек костересынызмы? Ну, да, иногда мы общаемся, и чаще это происходит в период, когда идет подготовка к выставкам, посвященной депортированному нашему народу. И чаще, наверное, вот перед этим мы встречаемся, общаемся и готовим общие работы для выставки. И таким образом происходит, наверное, какой-то взаимообмен эмоциями, энергиями. Ясыз оз ишлеріңізні бүтінлей озыңыз араштырып, озыңыз япасыңыз, яғни дәрслер бір ерде алмайсыңыз? Нет, нигде не учусь и наблюдаю, конечно, за работами других художников, но больше, наверное, отталкиваюсь все-таки от своих чувств, эмоций. Может быть, где-то, на взгляд других художников, более грамотных, может быть, как-то не так, но я это делаю так, как чувствую. И как это получается, ценят мои почитатели, зрители. Ама бұл сада кім сіз үшін ориентирлер? Могу сказать, таких художников, как Нури Ага Якубов, молодец, он восстановил, можно сказать, исторический факт существования Крыма. И таких художников, как Асан Барат, у него очень сильная философия в картинах, на мой взгляд. Он очень глубоко показывает отношения через картины. Рамазан Усиев, он нравится тоже по-своему. Мне нравится больше то, что они непосредственные и выражают себя так, как они чувствуют. То есть не придерживаясь каких-то, может быть, общих тенденций. Они пишут то, что они чувствуют, и не боятся быть непонятым. Это как-то... Ама сіз ресам оларақ бүгін Қырым татарларының тасфири санатының севесі ақында не айтмаға мүмкін? Уровень изобразительного искусства. У нас в наших крымских татар уровень, так скажем, немаловажно то, что наш народ старается, и особенно таких, могу сказать, дизайнеров, которые работают в сфере интерьера, они, так скажем, поднимают уровень нашего искусства. И многие техники новые используют в живописи наши крымско-татарские художники. То есть они смотрят вперед, и это радует очень. И, довольно на хорошем уровне, я бы сказала. Лимара ханым, ясыз бүгін насыл лейхалар üzerinde çalışасınız? В данный момент я работала до вчерашнего дня, закончила работу у Гурзувского причала, выполняла заказ. И это такая тема была исторического Гурзуфа, и в то же время, почему исторического? Потому что там я изобразила мечеть, которая была разрушена ранее, но в то же время мне хотелось в ней показать то, что это сегодня так выглядит Гурзуф. То есть мне бы хотелось, чтобы сегодня Гурзуф выглядел так. То есть не относить зрителя в исторический аспект в то время, а именно показать такую картину, при которой зритель задумается, а почему мечеть там находится, и почему вроде пейзаж современный, лодки стоят, а в то же время там есть мечеть, которой нет. То есть мне бы хотелось в своих картинах, в этой картине в частности, показать, то есть желание мое осуществить, построить эту мечеть сегодня и видеть ее там.
Не знаю, удалось мне это или нет, но попробовала в этой картине это осуществить. Лимара ханым çok sağ olunuz. Men mına baxam, öyle ayretте қалам. Sizge elbette ki muvaffakiyetler ve icadi muvaffakiyetler tileyimiz ve sizge can yürekten minnetdarımız. İlhamınız sizin hiçbir vakit terk etmesin. Çok sağ olunuz. Saygılı teleseyircilerimiz, bizlerinin canlı bağımızda halkımızın belli ressamı Limara Hanım Amzayeva olgan edi. Mana onun resimlerini bugün gördük ve anlayıq ki halkımız ne kadar halkımızda istidatlı ressamlarımız var ve şimdi birkaç dahadan bizler coğrafya ilimleri namzeti Rustem Abkadyrov'nin bağlanacağımız. Çünkü malum olganı gibi bugün Kırım'da tabiatının bütünlüğü, tabiatının bozalar ve bugün biz bu hakkında Rustem Abkadyrov'ni laf edeceğimiz. Rustem Abkadyrov pervasız olmayan insanlarından biri ve o bizim yarım adamımızı korçalamak için birçok faaliyetler alıp bara. Şimdi birkaç dahadan Rustem ağamız bizlerinin bağımızda olacak. Kıyın vaziyetke bakmadan bizim vatandaşlarımız çeşit faaliyetler alıp baralar ve bizim tabiatımızı korçalamağa tırışalar ve onlardan biri Rustem Abkadyrov birkaç dahadan o bizlerinin bağlanacak. Rustem ağamız canlı bağımızda. Hatırlatam yayınımızın Misafir Coğrafya İlimleri namzeti Rustem ağa Abkadyrov. Selam aleyküm Rustem ağam. Aleyküm selam. Rustem ağa, men endi aytıp geçtim. Siz öyle faal insanlardan birisiniz. Öyle Kırım'da olgan vakayalarga pervasız kalmaysız. Bazı insanlar aytalar mana yollar kurula deyirler. Ama siz bu işini diğer taraftan bilesiniz. Yani erşini nasıl bozalar. Şunun için mana Kırım'dan 2014 senesinden sonra tabiat koruv sistemasında ne denişti? Защита природы, она предполагает очень много факторов, которые должны быть использованы для того, чтобы природные процессы, природные территории, природные состояния сохранить, насколько это максимально возможно. Здесь и роль общества, роль государства, законов, международное сообщество, журналисты, расследователи. То есть вся эта совокупность людей и институций, они взаимодействуя, где-то противостоя одна другой стороне, но тем не менее находятся в процессе поиска путей сохранения природы. Потому что современный уровень развития цивилизации, он может привести к тому, что у нас технологии такие, что мы очень быстро можем закончить с природой. А этого делать нельзя, потому что, собственно говоря, мы же часть природы, и поэтому для нас вот сохранение атмосферного воздуха, качество питьевой воды, даже вот пейзажная картинка, ну, за окнами нашего дома, она имеет значение для нашего морального, для нашего физического здоровья. Что произошло в настоящее время в Крыму? Многие вот из перечисленных факторов, они нивелированы, их нету. То есть ни международное сообщество, ни журналистика, но в том смысле, как это принято понимать, но фактически и ни общественность не имеют таких вот действенных рычагов, каким образом можно реализовать свое право на охрану окружающей среды. И вот у нас сейчас в результате того, что отодвинули журналистов, отодвинули население, отодвинули международное сообщество, да, происходят такие вот удивительные вещи, которые, ну, никак не думалось, что могут произойти в 21 веке. Когда, например, заповедник, Алушинское заповедно-охотничье хозяйство, горно-лесной заповедник, который уже 100 лет существует при разных режимах, при разных государствах, его понизили в статусе, его сделали теперь
национальным паркам, природным паркам. Это резкое понижение статуса, которое предполагает и строительство на территории этого заповедника, и хозяйственные всякие сооружения, постройки. И мы думаем, что уже в самое ближайшее время вот это вот понижение статуса приведет к тому, что территория, которая в течение 100 лет была закрыта, даже для посещений, если вы не имеете специального разрешения, там начнется вот это вот банальное строительство, которое захлестнуло весь Крым. Кроме того, это сняли с списка краснокнижных растений сосну крымскую или сосну палласа. А это достаточно распространенное в Крыму растение, которое, в кавычках, мешает строить на берегу моря, мешает строить в горах. И теперь получается, что есть полное право получить разрешение, а то и без соответствующего разрешения просто вырубить себе площадку, расчистить под застройку очередной участок. И таких примеров можно приводить много. То же самое это и застройка береговой линии, когда говорили о том, что будут сносить заборы, которые закрывают свободный доступ к морю, будут убирать дачи олигархов украинских. На самом деле сейчас этот процесс приобретает невидимые масштабы. Мы, если так дальше пойдет, море будем видеть только через щель в заборе. И это и состояние заповедников. Смотрите, в 2015 году вышел указ главы правительства Республики Крым, в котором перечислены природоохранные объекты Крыма. В частности, в Судакском районе их 22. И все они перечислены без указания охранной зоны. Без указания охранной зоны. То есть сам памятник природы, а без охранной зоны он существовать не может, потому что природоохранная территория, она нуждается в буфере. Нельзя на границе памятника природы, заповедника, заказника ставить промышленный объект, заниматься каким-то сельскохозяйственным производством, которое может привести к тому, что свои функции не сможет выполнять природоохранный объект. Поэтому обязательно есть такая территория вокруг природоохранного объекта, где многие вещи запрещены. И эти территории фактически обнажились. И защита природоохранных объектов в Крыму стала очень, очень сложной. И нам говорят о том, что эти охранные зоны будут постепенно воссоздаваться, переводиться в российское правовое поле. Но например, у нас на Меганоме уже 6 лет с того момента прошло, но охранная зона не создана до сегодняшнего дня. Поэтому у нас на Меганоме происходят такие некрасивые события. Меганом ақында біз бүгін мұтлақа лаф етерік. Рүстем аға, яқырым жемайатшылығы экология проблемаларына насыл мұнасибетіні көстере, инсанлар асылды қаршылығыны білдірмеге азырлар ма? Как я уже говорил, возможно... Бағымыз бозылды, шымды бір қаждақыдан біз Рүстем ағамызнен текрар бағланарық. Ве мәлім олғаны кебе бүгін Қырымда бүтін лей табиат хоров системасы бозыла. Рүстем ағамыз бағда инсанлар тарафында. Мұны асылында бөле сады инсанлар. Мен бұсанладық журналистлер чалышмай бүгін Қырымда асылда біршілер қорчаламаға имкансыз. Ама инсанларсыз кебе инсанлар, бөле кебе инсанлар чоқ мы, олар қорчаламаға азырлар мы, фалет көстермеге азырлар мы, яда насыл? Эта проблема, которую вы сказали, она не такая простая. В 2 словах ответить здесь очень сложно. Дело в том, что убеждения экологические, они есть у достаточно большого количества людей. Но мотива для того, чтобы предпринимать какие-то действия, многим не достает. Кто-то позволяет себе бездействовать в этом отношении, потому что он видит какие-то для себя угрозы, для своего бизнеса, для своей безопасности, для места своего работы, потому что он боится вызвать гнев руководства или же сделать то, за что его привлекут к ответственности. И поэтому я думаю, что просветительская работа, образовательная работа, распространение таких экологических мотивов поведения у нас в обществе, я бы сказал, что находится не на очень высоком уровне. Я сравниваю, конечно же, с передовыми государствами. И тем не менее, в Судаке нельзя жаловаться, потому что проблема застройки Меганома, она стала, мне кажется, что проблемой номер 1, если судить, скажем, по социальным сетям, по Facebook, потому что других таких медиаплощадок фактически открытых нету.
И эта проблема людей очень волнует, люди готовы писать об этом, говорить, выступать. Но вы понимаете, те люди, которые активно включились в борьбу, многие столкнулись с тем, что это, мягко говоря, не поощряется со стороны местных властей, не поощряется со стороны государства. Это, казалось бы, такие благородные мотивы, да, заниматься охраной природы, но даже вот этот аспект деятельности общественной, он сегодня, его пытаются монополизировать государство. То есть если вы хотите участвовать в субботнике, если вы хотите высаживать растения, деревья, если вы хотите защищать природу, то вы идите, вступайте в ряды каких-то проправительственных организаций и там ждите разнарядки, ждите распоряжений и занимайтесь, так сказать, охраной природы. Но это имитация. А все, что не имитация, оно здесь, как вам сказать, вызывает большие затруднения, потому что люди просто столкнулись с тем, что любой выход на субботник могут приравнять к несанкционированной акции. Когда мы вышли в 2019 году на свой флешмоб и подняли над головой белые простыни и сигнализировали азбукой Морзе СОС, меганом СОС, весь силовой блок Судакского района был здесь на меганоме. Люди в штатском форме, они все оставили свои дела, и по какой-то команде они прибыли на это поле, и был очень жесткий разговор, было преследование, суд был над одним из наших людей. И на нас это, конечно же, произвело большое впечатление, что люди, в общем-то, не политическое действие, еще до пандемийный период просто собрались, чтобы обратить внимание кого? Вот кто мог на меганоме обратить на нас внимание? Марсиане, может быть, но обратили внимание силовики, и вот было несколько таких вот показательных, если так можно сказать, расправ, которые, конечно же, для многих означали, что они посчитали возможным отойти от этой борьбы. Но при этом я хочу сказать, что, наверное, во всем мире так, что вопрос экологии стоит очень остро и болезненно, все-таки не для широких масс, это удел каких-то, наверное, отдельных людей. И вот я скажу, что в этом плане в Судаке картина здоровая, красивая. Мне очень приятно было познакомиться, завести дружбу, отношения с людьми, которые разделяют мои взгляды и готовы действовать. У нас есть здоровый костяк людей, которые ради меганома на многое готовы. Век күрешінісінің нетижесі мына Таврида резиденциясы құружилығы үшін мына күрешініс нетижесі не олды? Біршілерге ерішмеге имканыңыз олды ма? Наша борьба за меганом продолжается уже много лет. Вот это не первый этап, был еще в украинские времена, а теперь у нас началась борьба за меганом с 16-17 годов, то есть мы уже боремся в течение примерно 5 лет, и последние 2-3 года особенно активно. Результат один на сегодняшний день. Таврида Арт, которая осуществляет свою деятельность под патронатом президента Российской Федерации, фактически здесь подменила собой все. И закон, и силовиков, и местную власть. То есть это такая мощная структура, которая может себе позволить все. Нам, когда общались с представителями силовых структур, нам казалось, что люди, в общем-то, понимают, что у нас мотив искренний, у нас нет каких-то таких вот тайных намерений, да, использовать эту ситуацию для каких-то своих целей. Мне казалось, что они это понимали, да, и по-человечески с нами они говорили, но при этом они искренне нам давали совет. А вы, говорит, пишите, вы обязательно туда напишите, вот в эту инстанцию. Чем больше вы будете писать, тем больше обращать на ваше внимание, на ваши просьбы внимания, и, возможно, что-то изменится. Я вот хочу сказать, что накопились тонны макулатуры, переписки электронной, онлайн, в бумажном варианте, кому мы только не писали. И в настоящее время вся переписка, она потеряла смысл, потому что смысла в этой переписке никакого нету. Абсолютно нет никакого смысла в этой переписке. Куда вы не пишете, вы все равно либо получаете ответ не на свой вопрос, либо вы получаете ответ о том, что это не наша компетенция. Вот. Поэтому пока что нам очень мало что удалось
сделать. Очень мало что удалось сделать. Я думаю, что пока что вот второй участок Таврида оставили открытым доступ к морю. Это все-таки как бы кость, брошенная местному населению, которая, конечно же, очень болезненно реагирует на возможное перекрытие доступа к пляжу. Я так думаю, что закрыли бы уже сейчас. Но так как объекты еще не построены, они могут себе, если так можно сказать, позволить открыть участок берега для посещения людей, который, я больше чем уверен, и не только я, закроется тут же, как только они закончат строительство, потому что вот забор они так подвели, технически так все готово, что перекрыть доступ к морю людям, это будет стоить 2-часовой работы одной бригады строителей, и доступа к морю не будет. Я думаю, это вот один такой более-менее осязаемый результат. Ну и второй результат, я думаю, в Судаке очень многие увидели, что в принципе ради захвата земель, это не что иное, как захват земель, власти готовы действовать самым бессовестным образом и наплевательски относиться к законам, которые сами же, в общем-то, принимают в своих государственных структурах. Людям в Судаке стало очевидно, что здесь творится правовой беспредел. Ялыларымыз, aslında Kırım boyunca ялыларымыздың вазиеті насыл, denizге keçit тенденциясы, бүтүнлей құруcılıklar кетемі, яда насыл? Проблема доступа к пляжу и застройки береговой линии, она началась еще в советское время, а сейчас она постепенно приобретает такие масштабы, что это становится очень острой проблемой. Уже сейчас площади пляжей вообще недостаточно для крымских курортных городов, потому что летом приезжает много людей. Пляжей больше не становится, их становится меньше. Но и в результате экологических проблем, которые есть по всему южному берегу Крыма, площадь пляжей постепенно сокращается. Вот искусственные пляжи для своего поддержания, они нуждаются в очень больших затратах, которые не везде сейчас делают, поэтому море, естественно, забирает сантиметр за сантиметром у пляжа. А вот естественные пляжи разрушаются, потому что застройка берега, нарушение геодинамики пляжей приводит к тому, что море в условиях, вот сейчас трансгрессия, море наступает постепенно на сушу, то оно забирает те остатки пляжей, которые еще совсем недавно были другой площади. Вот. Откровенного перекрытия пляжей, такого как на Меганоме в Крыму, достаточно много примеров. Но, наверное, самый яркий это все-таки в Судаке. Вы можете... Бағымыз ұзыле, ама мевзіміз пек актуаль. Бүгін біз Қырымда Рустем ағайынды бағымызда. Демек, Рустем аға, девам етіңіз ялылар ақында. Да, вот в Судаке, наверное, самая показательная, просто кричащая картина. Дело в том, что город Судак имеет берег моря 1,5 километра. И там же помещается еще ток Судак, который закрыл примерно 30% от протяженности берега для своих ведомственных целей. То есть пляж очень маленький. И вы можете себе представить от Судака до Меганома, а это протяженность берега где-то чуть больше 5 километров. 5 километров будет закрыто. Из них на сегодняшний день закрыто где-то 2 километра берега, закрыто 2. Ну а после того, как они здесь реализуют свои постройки, будет закрыто в общей сложности, будет закрыт 5-километровый участок берега. Это тот золотой запас, тот ресурс, который, в общем-то, и позволяет думать, что у Судака есть, у курорта судакского есть перспективы. Это вот на этом вот все эти расчеты, планы строились, но если этот участок берега будет для Судака потерян, то сам город, он не может сегодня переварить летний наплыв туристов, очень маленькая площадь пляжей. А есть же такие же проблемы и в Севастополе, и в Ялте, и в Алуште, практически везде на берегу моря вот такая схожая проблема. У нас просто здесь не частные лица и даже не республиканского уровня деятели занимаются, у нас очень высокого уровня структура, которая позволила себе так много забрать. Так много забрать. И забрать, несмотря на то, что горожане против, на их глазах забирают берег моря. Многие здесь выросли, у многих воспоминания юношеские, детские. И сейчас им говорят о том, что будет построен какой-то красивый город, где будут набережные, где будут фонтаны,
площадки спортивные, арт-объекты, но они настолько, как вам сказать, дискредитированы двухлетним пребыванием своим в Судаке, что их слову не верит никто. Им вообще никто не верит. Ну, кроме тех, которые являются штатными сотрудниками или, возможно, не штатными сотрудниками Тавридар. Мына Кырымда алган бутун бу курулушлар неге кетире билелер? Yani катастрофа олажак, насылында не олмак мүмкүн? Но если говорить о пляжах, то катастрофа уже происходит. Катастрофа заключается в том, что главный ресурс, на котором строится курортная сфера Крыма, на котором строится экономика Крыма, это крымские пляжи, потому что к нам приезжают для пляжного отдыха. Потеря пляжей будет происходить, потому что застройка берега, она приобретает такие критические масштабы, за которыми произойдет, ну вот такая вот точка бифуркации называется. Это когда вот что-то постепенно сокращается, умещается, как вот, допустим, ширина пляжей, да, а потом достигает некоторой такой критической отметки, когда все смывается за один шторм. Вот проходит сильный шторм, забирает остатки пляжа. Вот на наших глазах же эти вещи происходили в Крыму. Коктебельский пляж смыло многие пляжи Алушты. Вот просто на глазах у нынешнего поколения жителей один шторм забирал целый пляж. Вот эти вещи будут происходить в Крыму повсеместно. В Крыму не будет скоро пляжей. А те пляжи, которые есть, искусственные пляжи, это пляжи низкого качества, это пляжи с грязной водой, это пляжи с некрасивой галькой. Это пляжи, которые, курортные свойства которых очень низкие. И судакские гости спасались тем, что у них была всегда возможность отправиться на Капсель, к подножию Меганома, здесь искупаться, здесь погружаться под воду, здесь исследовать подводный мир, здесь дышать воздухом. И это же, понимаете, природные системы, они же еще выполняют и средообразующие функции, то есть они воспроизводят воздух, они утилизируют отходы, они генерируют водные источники подземные. То есть у ландшафта есть своя функция, которая как бы не сама в себе замкнута, а она работает на людей. Она работает на общество. И вот эти вот структуры, которые занимаются производством того, что нам необходимо, ведь нам же не только продукты питания и промышленные товары нужны, нам нужно то, что генерирует природа. И давно эти функции природы уже им присвоили такой производящий статус, производственный статус. Рустем ага, я уларнын бу акимиятның максаты Кырымдан не yapmağa? Мы можем только догадываться, потому что коммуникация же поставлена на очень таком уровне, что мы не знаем, все под ковром решается. Нам объявляют какие-то лозунги, из которых не получается реальную картину мира составить. Они говорят о том, что это будет очень большой курорт, что сюда будут приезжать десятки миллионов людей. Они говорят о том, что здесь будут построены пятизвездочные турецкого образца курорты. В то же самое время здесь будет строиться промышленность, здесь будут создаваться и создаются военные объекты. Но это все несочетаемое на небольшой территории Крымского полуострова, где засушливые ландшафты очень уязвимы. У нас очень легко нарушить природный баланс. И он сохранился до настоящего времени просто потому, что плотность населения и интенсивность хозяйственной деятельности на территории Крымского полуострова сравнительно были не очень высокими. Но если этот показатель развивать все дальше и дальше, то будут очень большие проблемы, о которых узнают не только жители курортных городов, но и всего Крымского полуострова. Поэтому мне трудно судить о том, что в голове у тех людей, которые разрабатывают стратегию развития Крымского полуострова на текущий момент времени. Я хочу сказать одно, что население, отношение к природе, отношение к экологии на территории Крымского полуострова не поддерживает массово. У меня очень широкий круг знакомств, у меня очень широкий круг общения. Люди совершенно разных взглядов, политических, идеологических и прочих, но все обеспокоены тем, что отношение к природе на территории Крымского полуострова с каждым годом становится все хуже и хуже. Об этом кричат уже все в Крыму. И если что-то и может объединить людей, если что-то и может людей сподвигнуть действовать в кавычках под общим флагом, потому что в Крыму очень много чего разобщает. На этом играют политики. А вот то, что может объединить людей и забыть про какие-то разногласия, это именно забота про окружающую среду. Я говорю про активных людей, я говорю про тех, которые
публично могут хотя бы заявить свою позицию. Рустем агам, дабыр, кырымдашында бір чоқ проблемлер бар, ве дабыр меселе бар. Мына Кырымның эсас меселелерден бірі бұл артқач әлесі. Біз көреміз бүгін енді 3 миллионға инсанлар оқадар чоқ 3 миллиондан енді кечті. Бұл меселе экологияға насыл тәсір ете біле? В Крыму среднеевропейская плотность населения. В многих регионах Европы плотность населения намного выше. Но вопрос в том, что когда мы увеличиваем население, то, соответственно, под этот возросший объем населения должны создаваться условия. Это инфраструктура, это транспортные коммуникации, это обеспечение водой, это обеспечение утилизации отходов, канализационных стоков. Это вообще сложная работа по организации территории, в которой принимают участие и специалисты, ученые, и государственные деятели. Мы очень сомневаемся, что это сейчас делается именно таким образом. Заселение Крыма носит абсолютно стихийный характер. В Крым действительно приезжает много людей, переселяется. Точные цифры никто не знает, и я ими не владею, потому что многие не зарегистрированы. А летом население Крыма возрастает просто в разы. Поэтому нагрузка очень высокая. Возьмем проблему транспортных заторов, потому что автомобилизация в Крыму увеличилась в разы, в несколько раз больше стало автомобилей на душу населения. Общественный транспорт качественно не изменился, лучше он не стал, никаких новых видов транспорта, никаких трамвайных путей, никаких автобусных линий новых, фактически, которые качественно могут изменить ситуацию, нет. Поэтому люди передвигаются и по городу, и за городом на своем личном транспорте, чего ни в одной стране Европы давно уже никто себе не может позволить. Автомобиль — это не средство передвижения по городу, поездки на работу, на учебу, в школу. Автомобиль совершенно для других целей. А все остальное делается на общественном транспорте, на велосипедах, пешком, на электрокарах. Вот это то, чего нету в Крыму, потому что в Крыму это никак не поддерживается, никто этим целенаправленно не занимается, поэтому крымские города, они тонут в пробках, это смог, чад, это выхлопы, это грязный воздух. Вторая проблема экологическая — это обеспечение водой, потому что каждый человек является единицей, потребляющей воду. Примерно 300 литров в наших условиях, и поэтому каждый прибывший в Крым человек — это дополнительно 300 литров в сутки, которые он поглощает, которые он забирает. Воды в Крыму при таком хозяйстве, при такой организации водного хозяйства, при таком водопотреблении и водоиспользовании катастрофически не хватает. И мы видели, что в предыдущие годы постоянно снижался объем воды в водохранилищах настолько, что в прошлом году полностью прекратилась подача с водохранилищ в Симферополь, перешли на подземные скважины, судя по всему, неочищенные, низкого качества, потому что качество воды в водопроводных сетях было очень низкой. А потом пришли дожди, небывалые дожди, так в Крыму бывает периодически, и подземные горизонты, и водохранилища естественного наполстока, они наполнились. Летом была благополучная картина, но мы видим 2-3 месяца нет существенных осадков, и уже опять все возвращается в привычные для последних лет, в привычную картину. Вода уменьшается, грунтовые воды, артезианские бассейны истощаются, и не нужно быть большим специалистом, чтобы спрогнозировать, что эта ситуация тупиковая. То есть никогда при таком отношении в Крыму невозможно будет в ближайшие годы решить водную проблему, потому что даже постоянно придумываются какие-то такие истории, которые должны вдохновить, воодушевить людей. И одной из последних таких историй была идея, что под Азовским морем есть прарусло Дона, и под дном Азовского моря есть огромный резервуар воды, еще найденный советскими гидрологами, и достаточно пробурить скважины и добывать из Азовского моря со дна качественную питьевую воду. И есть уже первые результаты. Вода минерализованная, вода низкого качества. Это еще полбеды, потому что когда начнут отбирать воду, если они все-таки решатся отбирать воду, то начнется инфильтрация морской воды в эти горизонты. Этот процесс уже Крым проходил в 60-е годы. И тогда уровень минерализации повысится настолько, что сделает абсолютно бесполезной добычу воды со дна Азовского моря.
Потом говорили о том, что нужно ставить опреснительные установки. И мы понимаем, вот люди не принимают эту идею. В Ялте очень многие против этих опреснительных установок, потому что они приводят очень рациональные аргументы. Ялта у нас единственный город в Крыму, который никак не зависел от поставки воды с Северокрымского канала. Там из местных источников, там с гор вода, там с водохранилищ вода. И Ялта, водоснабжение Ялты никак не изменилось с 2014 года. Зачем же нужно строить опреснительную установку там, где, собственно говоря, картина более-менее благополучная? Эту опреснительную установку, если и строить, в совершенно других местах нужно строить. А зачем мы выбрали именно Ялту? Здесь уже можно только гадать. Но факт, что я тоже полагаю, что Ялте опреснительные установки не нужны. Рустем аға, gerçekten de pek gerekli bir mevzu. Ямана siz aytып keçtiniz, bu yıl Kırım'da su ko'tarilivi olgan edi. Экологияға nasıl tesir etti ve Kırım'da bu devamlı olaydı mı ya da nasıl? Это характерно для Крыма? Но действительно, паводковые процессы, они характерны для любой территории, в том числе для Крымского полуострова. Вопрос в том, что интенсивность паводков была выше, чем обычно. И вот здесь уже следствие экологических проблем. Главные проблемы экологического характера следующие. На склонах Крымских гор сводится площадь лесов. Рубится лес, рубятся деревья. А это значит, что еще в советское время был установлен мораторий на рубку леса. У нас после войны лес в промышленных масштабах не заготавливали, только санитарные рубки. Потому что им была отведена водоохранная функция. Потому что там, где лес, там медленно не тает снег, там осадки впитываются листьями и переводятся в подземный сток. Получается, что там, где есть полог леса, там идут осадки, и вот эти осадки не по поверхности стекают, образуя такие высокие подъемы воды в реках. Они просачиваются в почву, просачиваются в грунты, пополняют артезианские бассейны. И поэтому таких резких перепадов в объемах воды в реках не происходит в обычных условиях. Но когда мы имеем такую картину, что леса повсеместно, гласно, негласно, но они ухудшаются, площади открытые возрастают, плюс последствия от разных пожаров, которые в районе Ялты уже порядка 10 лет, там есть большое пятно, на котором нет леса, он просто сгорел. И поэтому летом в Крыму прошли интенсивные осадки, и это вызвало такой подъем вод. Потом выяснилось, что многие временные водотоки, балки, овраги, которые являются естественным дренажом, они застроены, они заставлены, они захламлены, и поэтому они не смогли пропустить через себя этот большой объем воды. Вода разлилась, вода затопила, привела просто к катастрофическим последствиям. И вот в Ялте то, что произошло в этом году, такого не было несколько десятков лет. Такого просто не было. Это новое для нас. Ну и потом это же перекликается еще и с глобальными изменениями климата. Нарушается циркуляция атмосферы, усиливается интенсивность циклонической деятельности. Поэтому такие вот мощные осадки и будут повторяться еще чаще в разных местах, в том числе в Крыму. Это вот одно из последствий, только глобальных последствий нарушения природы на нашей планете. Я Крымга аванын денешмесі насыл тесір ете біле? Дело в том, что самым зримым, если так можно сказать, проявлением глобального потепления в Крыму есть и будет изменение уровня Черного моря. Уровень Черного моря постепенно повышается. Античные города Крыма, приморские, в значительной степени под водой. Когда-то эта территория была свободна от моря, море на нас наступило. Это было по природным причинам, циклы есть на планете Земля. Но вот нынешнее повышение уровня Мирового океана, оно вызвано глобальным потеплением. И здесь уже, конечно же, это вина человека, который парниковые газы генерирует. И вот получается, уровень Черного моря постепенно повышается. Пока это измеряется в десятках миллиметрах, сантиметрах, измеряется, пока это не так катастрофически. Это пока что грозит просто пляжем, потому что для пляжей подъем на каждый сантиметр означает потерю части площади. Но по самым таким вот реалистичным прогнозам, если картину кардинально не удастся изменить, то в ближайшие буквально 30-40 лет уровень воды в Мировом океане может повыситься на несколько метров.
Можете себе представить, что такое повышение уровня воды в Черном море на несколько метров? Это значит, что большая часть наших городов приморских окажется затопленной. Ну и кроме того, у нас теперь в связи с глобальным изменением климата нестабильная погода. То есть у нас нарушилась циркуляция. У нас была определенная стабильность, был летний, был зимний тип циркуляции атмосферы, а сейчас это все нарушено. И поэтому у нас вот было аномально прохладное лето с большими осадками. У нас было очень холодное начало осени, а теперь вот у нас тепло, у нас очень теплый ноябрь. У нас зима может быть аномально теплой. В общем, произошла разбалансировка природных процессов, и ждать, что где-то за счет этого станет лучше, нельзя, потому что мы как человек со своим хозяйством и просто мы как биологический вид, мы адаптированы к определенным условиям. И вот эти условия изменятся. И мы так быстро адаптироваться к этим изменившимся условиям уже не сможем. Поэтому это в любом случае со знаком минус для любого региона планеты, в том числе для Крыма. Рустем ага, вехранда бүгін yollar құрула, сіздің фикіріңіз насыл олар экологияға бұл құрылышлар насыл тәсір еті? Для экологии, прежде всего, это большой объем скрытных работ. Огромные территории спланировали, огромные горные отвалы образовались, вырублены значительные площади лесных насаждений. Теперь никаких посадок мы на этих проезжих дорогах не видим, то есть их нету. Мы лишились части своего лесного покрова, потому что в Крыму недостаточная площадь зеленых насаждений, но даже то, что есть, мы этого лишились. Вот. Для экологии, конечно, это проблема. И вторая проблема – это активная разработка карьеров. Это очень большая проблема в Крыму. В Горном Крыму разрабатывают мармаровидный известняк. Это материал для строительства, в том числе для дорожного строительства. И у нас очень много карьеров новых появилось. У нас действующие карьеры увеличили свою мощность в результате вот этой старой варварской технологии добычи, которая сопровождается взрывами, подрывами, закладкой динамита. И вот особенно показателен в этом плане Агармыш, где карьер настолько разросся, который подошел уже к селу Холодовка, Османчик, очень близко, разрушаются дома местных жителей. Но, как мы знаем, что все обращения остались неуслышанными. Это такой очень выгодный бизнес, и поэтому люди не смогли защитить свои дома, а просто карьеры в буквальном смысле слова разрушают наши дома. Это тоже экологическая проблема, хотя ученые еще в советское время призывали прекратить разработку карьеров на территории всего Горного Крыма, потому что это огромная проблема для экологии всего Горного Крыма, ну, в том числе для гидросферы, потому что взрывы и прочее, они приводят к тому, что формируется новая система геологических трещин, иссыхают источники, реки мелеют, потому что вот постоянно трясет, и это еще в советское время вот эта проблема артикулировалась. Но сейчас об этом даже не стоит говорить. Так что проблема строительства дорог, которое могло принести благо в Крыму, и многие находят, что это очень хорошо, что теперь можно передвигаться по дороге уровня Тавриды. Здесь сложно очень возразить, дорога высокого уровня, на просто европейского уровня, но ни в одной европейской стране бы не позволили себе бы так безжалостно отнестись к природе, которая практически встала на пути этой транспортной артерии, просто уничтожили, отутюжили, не оставили никаких коридоров для миграции животных, потому что европейские автобаны, они с определенной регулярностью имеют специальные коридоры, которые позволяют животным мигрировать и пересекать эту автостраду. У нас Таврида разделила природную экосистему Крыма на обособленные, изолированные части. Пошла дальнейшая фрагментация природных систем Крыма. Рустем аға, борчоқ процесслерні Қырымда тоқтатмақ үшін халқара тешкелатларны желп етмек мүмкін мі? Насыл сіз түшінесіңіз? К сожалению, международные организации в Крыму не осуществляют своей деятельности. Мы обращались в Greenpeace, но Greenpeace нам ответил, что он не работает на территории Крымского полуострова. И в другие организации мы не обращались, но, возможно, это то, что мы будем еще предпринимать, потому что без привлечения международного сообщества многие проблемы в современном мире не удается решить в любой точке мира, а особенно в Крыму. Потому что мы же в Крыму использовали все возможности, то есть таких активных защитников меганома, как природы, как у нас на меганоме, надо еще поискать в любой стране мира. У нас
была очень активная работа. Мы очень хотели, мы и сейчас очень хотим защитить наш меганом. Но у нас вообще нет никаких инструментов. Мы не можем защитить природу, мы не можем защитить самих себя, мы уязвимы. И поэтому международное сообщество, наверное, могло бы нам оказать содействие. Единственное, что у нас, конечно, скептицизм, потому что международные организации, они неповоротные, они очень деликатные, они очень осторожны. Но поэтому такой иллюзии, что нам вот придет кто-то и окажет такую действенную помощь в ближайшие сроки, я лично таких иллюзий не питаю. Я же говорю, у нас какой-то просто тупик. Вот что ты не делай, куда не обращайся, какие не планируй действия, хоть суд, хоть обращение в национальные, в международные организации, у тебя везде получается тупиковая ситуация, тебе не на кого рассчитывать. И вот в Крыму природа оказалась вот, сиротой такой, она никому не нужна. Рустем агам, сіз сізге жан жүректен минидармыз, более первасыз олмағаныңыз үшін, елінден япқаныңыз үшін біз сізге самимилікнен сізге тәшекүрлер білдіреміз, чоқ сақ олмыз. Сайғылы телесерділеріміз, бұл güzel нұқтада яйынымызны екінлейміз. Қатырлатам яйынымыздың мұсафыры Қырымда олған процесслерге, экологик жеттен процесслерге первасыз олмаған география елімлері намзеті Рустем Абкадыров олған еді. Яйынымызны девам етеміз ве бір хажыдақадан бұл студияда біз текрар көрішеріміз, бізіле олмыз.